Всем привет, с вами Бойцовский. Черт, как же я люблю космические симуляторы. И как назло их чрезвычайно мало, а тем более достойных. Вспоминая лучших представителей, я скорее всего запнусь еще после третьего или четвертого названия. Но даже это сделать было тяжело десяток лет назад. А ведь именно тогда я и открыл для себя игру под названием Colony Wars. Действие всех игр серии, как ни странно, происходит в космосе, ну и иногда на поверхности планет. А сюжетом рассказывают о гражданской войне, которая никак не может закончиться. И с самого начала вам выдают карты в руки. Мол, ты знаешь, что делать, и давай лети отсюда, сделай что-нибудь хорошее. Весьма крутой особенностью является то, что благодаря нелинейности провал некоторых миссий не приводит к концу игры, а всего лишь к одной из некоторых концовок. Первая часть вышла еще в 97 году, и на тот момент графика была просто неповторимая. Хотя это может быть потому, что подобных игр про космос тогда-то особо и не было. Несмотря на то, что каждая миссия происходит в довольно узком пространстве, благодаря отличной прорисовке чувствуется весь масштаб игры, ну а также атмосферу прокачивают неплохие видео-вставки. И поэтому неудивительно, что она вышла на 2 дисках. Сам геймплей состоит из того, что вам придется летать на разнообразных кораблях, выполняя задания от различных эскортов, стелс-миссий до разрушения огромных крейсеров. Эта игра могла заставить сидеть за ней долгие часы. А все потому, что миссий в ней около 50, а порой невыносимая сложность не даст пройти их все залпом. Искусственный интеллект противников как будто знает все ваши действия наперед. И какими только хитрыми способами не пытаются уворачиваться от ваших обстрелов. В отличие от остальных частей, здесь нельзя было оборудовать свой корабль каким-то новым снаряжением. Что дали, тем и управляй. Но это нормально, ведь надо же было припасти хоть какие-то козыри на будущее. И вот спустя 100 лет после игровых событий, а по нашим земным часам всего один, вышла Colony Wars Vengeance и была по сути прямым продолжением первой части. Но как свойственно многим сиквелам, была значительно облагорожена. Как в плане графики, так и в плане возможностей, но никак не стало хуже. Сложность и нелинейность остались нетронутыми, что дало игре еще одно новое дыхание, но стало меньше видео-вставок и самих миссий. Удачным нововведением стали прокачки кораблей. Поначалу вы делали машину виз чисто под себя, ну а потом уже хорошенько затарившись, можно было напичкать свой корабль абсолютно универсальным оружием. Пока первые 2 части буквально набирали целый флот поклонников, вышла завершающая часть этой прекрасной трилогии – Colony Wars Red Sun. Тут уже разных новинок сразу и не упомнить. Потерялась нелинейность, но взамен нее появились дополнительные миссии от всяких организаций, а также возможность выбора. Какие из них можно проходить первыми, а какие-то можно вообще игнорировать. Главное про сюжетные не забывать. А разнообразие квестов и вариантов их прохождения так и подавно стало куда больше, чем в первых 2 частях вместе взятых. За пройденные задания выдают определенное количество кредитов, на которые можно улучшать уже имеющееся оружие. Ну или прикупить парочку новых стволов или вообще новый истребитель. Оружие разделяется на 2 категории. Первые снимают с противника его энергощиты, а вторые уже непосредственно наносят решающий урон. Это могут быть как и лазеры, так и разные типы ракет. Игра стала достаточно простой, но более долгой, что позволяло прекрасно влиться во всю эту атмосферу космических приключений. И вдобавок, именно Red Sun является обладателем самого шикарного саундтрека за всю серию. Финальная глава Colony Wars стала отличным окончанием великолепной трилогии, так что при первой возможности обязательно зацените все эти 3 шедевра. Но на этом у меня все. С вами был Бойцовский. До новых встреч!